Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. С 18 августа 1995 года в честь дня рождения великого сына таджикского народа, ученого, философа и известного во всем мире врача Абу Али ибн Сино, в Таджикистане эта дата отмечается как профессиональный праздник работников здравоохранения. По этому случаю в Государственном научно-исследовательском институте акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана состоялось торжественное собрание. С участием руководства и сотрудников Государственного научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана в честь профессионального дня работников здравоохранения состоялось торжественное собрание. В ходе выступления руководство института отметило, что профессиональный праздник врачей ежегодно отмечается в день рождения достойного сына таджикского народа, ученого мирового уровня шейху Раиса Абу Али ибн Сина, а также накануне празднования годовщины государственной независимости страны. Этот день символизирует новые достижения и успех в различных социально-экономических сферах нашего любимого Отечества. Было подчеркнуто, что государственная независимость в Республике Таджикистан создала условия для укрепления социальной направленности государственного бюджета, что позволило последовательно увеличивать расходы на повышение уровня и качества жизни, эффективности и развития социальных отраслей, в том числе здравоохранения. В завершение за добросовестный труд, весомый вклад в развитие системы здравоохранения и по случаю Дня работников медицины ряду сотрудников отрасли были вручены благодарственные письма учреждения. Кроме того, руководитель института был награжден юбилейной медалью 30-летию Народно-демократической партии Таджикистана. Ежегодно в период летних каникул по сложившейся традиции проводятся августовские собрания работников образования. В этом году оно состоялось в районе Шох-Мансур с участием педагогов и специалистов сферы образования. Подробности в нашем материале. Августная встреча работников образования в районе Шох-Мансур прошла на базе средней школы номер 9. В мероприятии приняли участие педагоги и представители учебных заведений района, обсудив вопросы развития сферы образования и повышения квалификации учителей. Отмечалось, что в 2025-2026 учебном году образование в районе Шох-Мансур значительно подвинулось вперед. Уровень обучения учащихся повысился, а школьники активно проявляли себя в олимпиадном движении. Ученики не только успешно участвовали в городских и республиканских олимпиадах, но и достойно представили район на международных соревнованиях, вернувшись с высокими результатами. Также было подчеркнуто, что год от года в школах и детских садах района улучшаются условия для обучения и воспитания детей, создаются все возможности для их активного включения в образовательный процесс. Сегодня мы все заместители директора по воспитательной работе собрались на семинаре в среднем общеобразовательном учреждении номер 9, чтобы обсудить вопросы воспитания подрастающего поколения, потому что это является одним из главнейших вопросов нашего общества. А наша подготовка идет очень хорошо. Мы готовимся к 1 сентябрю, ко Дню знаний. Вместе с детьми постоянно работаем и обсуждаем, как мы будем отмечать этот праздник. Отрадно, что в последние годы по инициативе лидера нации уважаемого имама Али Рахмона в районе построены новые современные учебные заведения, и этот процесс активно продолжается. Средняя школа номер 9 района Шох-Мансур также является одним из таких объектов. С 2011 года в столице реализуется программа информационно-управляющей системы сферы образования, главная цель которой – предоставление точной статистики по учебным заведениям. В ходе августской встречи участникам подробно рассказали о процессе мониторинга, от анализа ключевых показателей и динамики их развития до учета количества классов, численности педагогов, учебной нагрузки, расходов на оборудование и других данных, которые позволяют эффективно планировать развитие образования. В преддверии празднования Дня независимости в районах столицы регулярно проводятся разнообразные мероприятия. В эти дни в парках культуры и отдыха города организованы концертные программы, посвященные Дня независимости Республики Таджикистан.
В знак благодарности за атмосферу единства и независимости, достигнутую благодаря усилиям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, а также в рамках реализации постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, от 28 июля 2025 года о праздновании 34-й годовщины независимости Республики Таджикистан в городе Душанбе и планов исполнительных органов государственной власти района Шох-Мансур в культурно-развлекательном парке Куруш-и-Кабир состоялось культурное культурно-концертное мероприятие с участием представителей соответствующих структур и жителей столицы. Мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан, было направлено на создание условий для спокойного отдыха горожан и гостей столицы и включало насыщенную концертную программу, песни и стихотворения, прославляющие родину и патриотизм. Отмечалось, что основная цель организации таких культурных программ с участием деятелей искусства, талантливой молодежи в сфере культуры и творческой интеллигенции заключается в том, чтобы торжественно и ярко отметить 34-ю годовщину государственной независимости Республики Таджикистана, а также обеспечить досуг и развлечения жителей города. Подчеркивается, что подобные культурно-просветительские мероприятия регулярно проводятся в парках культуры и отдыха районах города Душанбе по выходным дням. В соответствии с планом мероприятий по проведению утренних тренировок сотрудники государственного унитарного предприятия «Регистрация недвижимого имущества и собственности» в городе Душанбе провели оздоровительные мероприятия на территории культурно-развлекательного парка имени Абулкосима Фердавси. В нашем сюжете все подробности данного спортивного мероприятия. Спорт наряду с пропагандой здорового образа жизни является одним из лучших средств укрепления дружбы между людьми и странами. Регулярные утренние и пешие тренировки в парках и скверах столицы также способствуют не только физическому развитию, но и формированию единства среди участников. На этот раз сотрудники государственного унитарного предприятия «Регистрация недвижимого имущества и собственности» провели утреннюю тренировку в ответ на указание президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, озвученными на расширенном заседании Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана 17 июля текущего года. Спорт становится важным аспектом государственной политики, направленной на укрепление здоровья граждан. И в ходе мероприятия участники выполнили разнообразные спортивные упражнения, что также способствовало не только физической активности, но и укреплению командного духа. Примечательно, что к тренировке также присоединились сотрудники других структур района Фердавси, и это подчеркивает единство и сплоченность среди коллег. В современных условиях развития, как было отмечено в очередном послании президента Республики Таджикистан к Маджлису Оли страны, пропаганда здорового образа жизни становится приоритетом. Участники мероприятия также отметили важность совместных тренировок и выразили готовность продолжать занятия спортом в одном из мест отдыха столицы. Эта инициатива является частью широкой программы по вовлечению молодежи в спорт и предотвращению негативных явлений в обществе. 14-16 октября текущего года в Душанбе пройдет Международный инвестиционный форум «Душанбе Инвест-2025», целью которой является презентация зеленых инвестиционных возможностей в Республике Таджикистан. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Форум направлен на привлечение внимания авторитетных иностранных инвестиционных компаний, международных финансовых организаций и деловых кругов, заинтересованных в выходе на рынок Таджикистана. Проведение такого форума высокого уровня в республике способствует привлечению прямых иностранных инвестиций, предоставлению инвестиционных возможностей страны, укреплению взаимовыгодных экономических отношений со странами регионов и мира, повышению инвестиционного авторитета Таджикистана. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, приятных вам новостей и до встречи.